Состоялась 25-я очередная сессия Якутской городской думы, на которой депутаты рассмотрели 3 вопроса об утверждении отчета главы городского округа город Якутск и окружной администрации города Якутск за 2020 год, о назначении досрочных выборов главы городского округа город Якутск и о награждении знаком отличия за заслуги перед Якутском. На сессии присутствовали 25 депутатов из 29. Сессия проводилась с соблюдением санитарных норм по предупреждению коронавирусной инфекции. Первым вопросом депутаты Гордумы заслушали отчет исполняющего обязанности главы городского округа города Якутск Евгения Григорьева об основных итогах развития города Якутска за 2020 год. Говоря о бюджете города Якутска в 2020 году, Евгений Григорьев отметил, общие доходы составили 18,4 миллиарда рублей, из них собственных доходов, то есть налоговых и неналоговых доходов, 8,1 миллиарда рублей. Расходы бюджета 18,9 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 517 миллионов рублей. По словам исполняющего обязанности главы городского округа город Якутск, бюджет города остается социально ориентированным. 71% бюджета было направлено на социальную сферу. В 2020 году 304 миллиона рублей были направлены на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, 507 миллионов рублей на меры поддержки, 202 миллиона рублей выпадающие доходы. Евгений Григорьев отчитался по всем направлениям деятельности окружной администрации города Якутск: население и демография, бюджет и финансы, строительство и ремонт дорог, уличное освещение, строительство жилья и переселение граждан, ЖКХ, благоустройство, инфраструктура, социальная сфера, пригороды, агропояс. Исполняющий обязанности главы городского округа города Якутск ответил на вопросы депутатов Гордумы. В целом депутаты положительно оценили работу окружной администрации города Якутск за 2020 год. Отчет был принят депутатами Якутской Гордумы единогласно. Вторым по повестке депутаты Гордумы рассмотрели вопрос о назначении досрочных выборов главы городского округа город Якутск, который вызвал довольно продолжительные дискуссии. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев и начальник правового управления Якутской Гордумы Алексей Доценко представили нормативное обоснование назначения досрочных выборов на 28 марта 2021 года. В частности, 14 января была принята отставка главы города Якутска Сарданы Владимировны Авксентьевой, а в соответствии с уставом городского округа город Якутск частью 2 статьи 41 в случае отставки главы округа Якутская Гордума назначает дату выборов главы округа. В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления досрочные муниципальные выборы должны быть проведены не позднее, чем через 6 месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных выборов муниципальные выборы, указанные в настоящей части, сроки осуществления избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 1/3. В связи с чем оптимальной датой для проведения выборов главы городского округа город Якутск предлагается определить 28 марта 2021 года. В ходе обсуждения задавались вопросы депутатами, которые касались финансово-экономического обоснования проекта. Источником финансирования выборов определен резервный фонд города Якутска, а направлено будет на эти цели 36 миллионов рублей. Расчеты сделаны Департаментом экономики окружной администрации города Якутска, сумма согласована с территориальной избирательной комиссией. Депутат Аян Васильев напомнил, что на прошлой сессии он выразил позицию о передвижении на более поздний срок в целях экономии бюджетных средств. По этому вопросу уточнение внесла председатель Якутской городской ТИК Алла Самойлова. Каждые выборы, они финансируются из соответствующего бюджета. То есть, если проходят выборы федеральные, их финансирует федерация, то есть они нам поступают с федерального бюджета Российской Федерации. А если муниципальные выборы, то, соответственно, из муниципального бюджета. И нагрузка, если совмещаются выборы, то члены участковых избирательных комиссий, мне хотелось бы, чтобы все это понимали, они все-таки выполняют двойную работу, то есть они
это совершенно разные виды голосования. На федеральных выборах у нас, например, применяется форма подачи заявлений по месту нахождения, а на муниципальных выборах или многодневное голосование, или досрочное голосование. Это сопровождается различными формами, документами. Это регламентировано различными временными отрезками, в течение которого участковая комиссия выполняет эту работу. Ну и подсчет бюллетеней, он, соответственно, ты не один вид бюллетеней считаешь, а два вида бюллетеней. У тебя в комиссии даже выдача копий протокола, она увеличивается, потому что количество наблюдателей, оно тоже будет, ну, примерно в 2 раза больше. Поэтому полностью оплатить, например, работу участковых избирательных комиссий при совмещении выборов только за счет федерального бюджета в принципе невозможно. Все равно муниципалитет несет нагрузку по финансированию избирательной кампании. На территории городского округа проживает 1/3 избирателей всей республики. И это количество каждый раз увеличивается. Если еще полгода назад нас было на 5000 человек меньше избирателей, то сейчас, вот, например, по состоянию на 1 января 2021 года в городе Якутске 196 уже тысяч избирателей. К лету у нас станет, наверное, уже все 200 тысяч с лишним. Поэтому, соответственно, чем нас становится больше, тем больше становится участковых комиссий на территории города, тем больше будет количество средств, которые затрачивает муниципалитет на проведение выборов. И это уменьшить эти, кстати, расходы мы совершенно не можем. Кроме этого, увеличиваются требования. Вот сейчас большую нагрузку несет муниципалитет по обеспечению средствами индивидуальной защиты на предстоящих выборах. В смете порядка 4 миллионов рублей заложено на приобретение вот этих средств индивидуальной защиты, которые будут как защищать и избирателей, которые будут приходить в дни голосования на выборы, так и самих членов участковых избирательных комиссий. Вот. И кроме этого, оснащение самих участковых комиссий. Да, если будет применяться многодневное голосование, то там еще и нагрузка будет большая по средствам видеонаблюдения, по сейф-пакетам, сигнальным лентам, которые сопровождаются. Ну, то есть все, что требует у нас нормативные документы, которые регламентируют процесс выборов. Большинство депутатов Якутской гордумы высказались за назначенные даты досрочных выборов. По результатам голосования за 18, против 7. Датой досрочных выборов определено 28 марта, и на эту дату депутаты Якутской гордумы назначили выборы главы городского округа город Якутск. Я считаю, что действительно сегодня надо говорить о работе, и чем раньше мы проведем выборы, тем это будет лучше для горожан и в целом для города. Потому что любая команда, которая работает с приставкой «ИО», конечно, люди работают. Понятно, никто не говорит о том, что они там просто так числятся, да? Но все равно вот эта приставка «ИО», она, от чего-то тебя, от какой-то доли ответственности может освободить. И поэтому чем раньше будет избран глава города, будет избран народом, то, я думаю, тем и серьезнее пойдет работа. И отношение и к конкурсным процедурам, ко всем этим аукционам, к выбору подрядных организаций, которые будут заниматься какой-либо работой. Сегодня все идет через конкурсы, это будет более серьезно. Поэтому, на мой взгляд, тянуть с этим действительно нельзя. А потом вот я сама как учитель и человек, который долго работал в управлении образования, для меня, например, каникулярный срок, 28 марта, это вообще просто идеальная дата для проведения выборной кампании. И она не только идеальная для системы образования, но я думаю, что и горожанам это удобно все равно. Потому что, каникулы, дети дома, скажем, да, педагогические работники, у них больше возможностей. У нас их очень много в избирательных комиссиях работает, больше возможностей действительно заняться общественной этой работой, заняться, скажем, участием в выборной кампании, чем когда учебное время. Причем, учитывая, что если, например, выборы будут в течение 3 дней проходить, то не будет ни снятия учебного процесса. И так очень много наши дети долго занимались, скажем, дистанционно, и когда мы пришли в тот период, когда можно, скажем так, работать очно, работать, все уроки давать, скажем, в классе учителю. Я думаю, что сейчас надо максимально постараться, чтобы не снимать вот эти учебные часы, не переходить на дистанционку, не освобождать от уроков детей. Поэтому 28 марта, я думаю, действительно очень хороший период.
Не зря когда-то был единый день голосования, последнее воскресенье марта. Мне вот этот срок очень нравится. Уже и зима почти прошла, и такой оптимизм, мне кажется, вот у горожан и вообще у жителей вот страны, да, как-то с весной, приближением летнего сезона строят планы, надежды. И когда вот в такой период оптимистичный проводятся выборы, я думаю, что они всегда проходят как-то вот с таким боевым настроем, с хорошим настроением и дают хороший результат. Третьим вопросом депутаты Якутской гордумы приняли решение за многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Якутск наградить знаком за заслуги перед Якутском Сардану Владимировну Авксентьеву. Депутаты Якутской городской думы рассмотрели 3 вопроса. Первый вопрос об отчете главы городского округа города Якутск. За 2020 год отчитывался у нас сегодня исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Евгений Николаевич. Можно сказать, единогласно отчет был принят и утвержден на сессии Якутской городской думы. Вторым вопросом мы рассмотрели вопрос о досрочных выборах главы городского округа города Якутск. Большинством голосов датой выбора мы определили 28 марта этого года. И, соответственно, на эту дату мы назначили выборы главы городского округа города Якутск. Третьим вопросом мы рассмотрели вопрос о награждение Сарданы Владимировны знаком за заслуги перед Якутском. Ну да, практически осталось 2 месяца. Действительно, городская дума не может себе позволить долгое время, скажем, чтобы наш город находился долгое время без избранного главы, так как перед городом стоят большие задачи. В первую очередь, это, конечно же, реализация национальных проектов в городе Якутске. Как вы знаете, в своем послании Арсений Сергеевич Николаев поставил задачу удвоить темпы строительства дорог на территории городского округа города Якутск. И, соответственно, в этом году мы должны будем построить не менее 45 километров дорожной сети. И, конечно же, перед городом стоят очень много других задач. Ну и, соответственно, город должен быть с избранным главой города для того, чтобы, решать все вопросы, которые стоят перед нашим городом.